Добрый день, дорогие зрители! В эфире Love Zone, место, где мы обсуждаем важные проблемы современного общества. Нам с детства говорили, что спорт – это здоровье. Мы всегда любовались спортсменами с экрана, но никогда не задумывались над тем, а что же происходит за этим экраном. Сегодня мы обсудим проблему молдавского спорта, спорта в Гагаузии с Анатолием Мавроди, президентом клуба «Огус Спорт», и Аленой Жуня, главным тренером по гимнастике и акробатике Камрадской муниципальной спортивной школы. Добрый день, дорогие гости. Спасибо, что вы пришли, и мы сегодня сможем обсудить, я думаю, что важную тему, которая затрагивает многих наших детей. Спорт – это всегда о чем-то сильном, о чем-то прекрасном, о чем-то таком, недостигаемым для некоторых, но для некоторых это очень высокие какие-то вершины. И всегда, наверное, с самого детства мы восхищались людьми, которые занимались каким-то видом спорта. Особенно те, которые, к примеру, не увлекались этим видом деятельности. Но всегда есть трудности за этой красивой картинкой. Вообще, вот для вас сегодня спорт, он какой? Алена, давайте начнем с вас. Не хотелось бы начинать программу сразу о грустном, но на сегодняшний день спорт для меня, наверное, это эстафеты какие-то постоянные. То есть из-за того, что мы сталкиваемся с определенными трудностями, то есть, это даже... Раньше можно было сказать, что, по крайней мере, когда я работала за границей, то есть спорт — это, наверное, какое-то удовольствие, да. А здесь, сталкиваясь с проблемами, сложновато назвать спорт каким-то приятным на сегодняшний день. Приятной отраслью, деятельностью. Да. Анатолий, вы что скажете по этому поводу? Вообще спорт для вас, он какой сегодня? Спорт имеет очень важное место в обществе. И лично для меня, я сам стараюсь заниматься постоянно спортом. И в том числе понятно, что для нашего общества, для Камрата, для гагаузского общества спорт имеет большое значение. Особенно в наше время, в век информационных технологий, где все больше телефоны, гаджеты и так далее. Дети все, можно сказать, если им не дашь волю, они будут круглосуточно сидеть в телефоне. Поэтому спорт, это, можно сказать, имеет большую социальную значимость и имеет большое социальное значение в государстве. Но вот как Алена отметила, что, к сожалению, если говорить о нынешней ситуации в спорте, в стране, отношение государства к спорту, то есть куда, наверное, расти, развиваться, потому что есть много проблем. Вообще, на ваш взгляд, как развивается в Гагаузии эта сфера? В Гагаузии, если говорить о Камрате, наверное, о Гагаузии мне сложно говорить, то в Камрате в последнее время очень хорошо развивается спорт. И мы видим большой интерес от жителей города к спорту, различным видам спорта. Это какие-то секции или даже просто, может быть, самостоятельные какие-то занятия? Да, это различные секции. То есть мы, например, я когда создавал футбольный клуб «Огус Спорт» 10 лет назад, можно сказать, не было вообще частных секций спорта в Камрате. Насколько я знаю, на тот момент были только каратисты. На сегодняшний день много различных частных секций, в том числе и государственные секции развиваются. Потому что спорт развивается, много людей хотят заниматься спортом. И разные виды спорта культивируются, это очень хорошо. Алена, вот у вас такая узкая направленность, да, куда в основном ходят девочки. Насколько этот вид спорта развит вообще в Молдове сегодня, и в том числе в Гагаузии? Скажу так, что он очень сильно востребован, очень много желающих, но, к сожалению, я одна, и всех детей взять не могу, зал не резиновый, но дети хотят заниматься. В Молдове на сегодняшний день очень хорошо развивается это направление, и дети показывают, молдавские дети показывают очень хороший результат на международном уровне. То есть есть куда развиваться, но, как я опять сказала, у нас нет условий. Кроме Камрата, если вот вы владеете информацией, да. Есть ли в других районных центрах или, может быть, в селах ваш вид спорта?
Знаю, что, по-моему, есть эстетическая гимнастика в Тараклии. Мне поступало предложение работать в Чедерлунге, но, к сожалению, пока я не знаю, как совместить. Ну, в Кишиневе, да, есть очень много команд. Ну, вот мы очень часто, когда смотрим особенно Олимпийские игры, там все так красиво, красивые спортзалы, красивые, там, не знаю, какие-то мероприятия. Но когда мы заходим в наши спортзалы, в основном, да, это такие вот, ну, не буду говорить, называть их убогими, но в основном это какие-то уже старые здания, старые помещения, которые требуют тщательного осмотра и ремонта. В чем вообще основная причина вот недостатка инфраструктуры и поддержки в спорте? Ну, это вопрос, наверное, чиновникам. Ну, вот на ваш взгляд, ведь все-таки это не дешевый вид деятельности, да, то есть спорт это всегда про хороший заработок, да, то есть мы видим спортсменов, которые на международном уровне завоевывают какие-то призы, они хорошо зарабатывают, да, особенно вот футболисты, например, да, мы видим, слышим, читаем про них, ну и другие спортсмены. И в то же время мы видим, как наши же дети занимаются в таких очень слабых, слабо оснащенных каких-то помещениях, да, вот какие-то спортзалы, которые остались еще с 60-х годов, может быть, никогда не ремонтировались, либо же ремонтировались, ну, там, в каком-то процентном соотношении, не знаю, там, 10-15% по возможности. Все-таки в чем вот причина, почему государство, на ваш взгляд, не вкладывает в инфраструктуру именно спортивную? Может быть, потому что они, не знаю, зациклены немножечко на другом, то есть сфокусированы на другом, нежели на спорте, на детском спорте. Я знаю очень много моментов и сталкивалась, когда люди выше меня стоящие говорили, что они маленькие, зачем в них вкладывать, они еще маленькие. Или они уже, допустим, там, эти уже старенькие, в них зачем, эти маленькие, в них зачем. И как-то вот это вот так все закрывалось. Либо люди сегодня стараются вкладывать, наверное, я не знаю, во что-то другое, нежели дети, спорт. Более прибыльные. Да, почему-то все хотят очень быстро, наверное, разбогатеть и вкладывать во что-то. Вот ну да, спорт сегодня, это дело времени. Сегодня вложил, чтобы завтра вытащил, а спорт немножечко, он другой. И, наверное, как-то по-другому размышляют. Я даже не знаю. Ну, на ваш взгляд, Анатолий, у вас частный клуб, и, наверное, вам, как никому известно, вообще, что такое тренироваться, искать какие-то помещения, которые будут подходить, особенно в зимний период, когда нужно более закрытые помещения. Да, с ними вообще сложно у нас в автономии. И вот к вопросу первому, который вы задали изначально, государство. Я думаю, что первая причина, почему государство и даже бизнес мало вкладывает в спорт, именно в спортивную индустрию. И как таковая индустрия в Молдове спортивная, она очень плохо развивается. Она развивается, но она очень плохо развивается. Наверное, одна из основных причин — это отсутствие какой-либо политики на уровне региона, на уровне города или на уровне республики, именно политики в сфере спорта. То есть, если сегодня у руководителей спортивных клубов спросить, куда мы движемся, куда страна движется, какие цели стоят перед спортивными клубами, например, достичь там Олимпиады или чемпионатов мира, чемпионата Европы выиграть, или достичь каких-то медалей на уровне республики и так далее. То есть, я думаю, что практически никто не даст ответ. Потому что каждый сам с собой работает, каждый старается. Каждый варится в собственном соку. 100%. И это касается всех видов спорта. И тяжелой атлетики, и вольной борьбы, и футбола, и акробатики и так далее. Сегодня каждый сам за себя. И у кого удается что-то, вырастить этого чемпиона, то, скорее всего, это не потому, что был какой-то, знаете, какая-то политика, какой-то прагматичный вот подход к тому, чтобы воспитать этого чемпиона. Это, скорее всего, связано на инициативе тех людей, тренеров, которые сами ищут спонсоров, сами дополнительно работают, это все им не оплачивается. Они, возможно, сами президенты, руководители и так далее. И вот выстреливает у нас там раз в 10-20 лет хорошие результаты прямо на самом высоком уровне, если мы говорим. Поэтому я думаю, что это основная причина. И здесь нет разницы, частный клуб, государственный клуб, потому что в первую очередь, как Алена до этого сказала, мы занимаемся детьми.
И в любом цивилизованном нормальном государстве должны создаваться условия. Или инфраструктурные, или финансовые условия для того, чтобы поддерживать спортивные клубы и чтобы они воспитывали детей, молодежь. И это массовый спорт. Если мы говорим уже о профессиональном спорте, который слабо развит в Молдове, и особенно в Гагаузии, его практически нет, профессионального спорта. То есть я сегодня не могу назвать ни один вид спорта профессиональным или клуб. То здесь уже, да, здесь уже инвестиции, спонсоры, частные какие-то вливания должны быть, но мы до этого не дошли. А вот с чем, на ваш взгляд, все-таки связано, что у нас нет таких вот профессиональных клубов? Ну, в первую очередь, потому что у нас нет базы. Основа базы – это массовый спорт. То есть, если нет массового спорта, если у нас не созданы элементарные условия для тренировок, у нас нет спортзалов, у нас нет футбольных, нам даже футболистам не хватает стадиона. У нас один стадион, и там куча клубов занимается, и не хватает времени для того, чтобы выстроить правильный тренировочный процесс, чтобы воспитать, как мы говорим, чемпионов, профессионалов. Нам не хватает во всех видах спорта инфраструктуры, это 100%. Это первое. Дело даже не в финансах чаще всего, а просто элементарной инфраструктуры. То есть это нужно создать, и когда вот эта база, она будет все больше, она будет развиваться, когда будут привлекаться специалисты, тренера, то есть профессионалы будут подготавливаться. Вот Алена тоже отметила одну проблему. Она одна, ее приглашают и туда, и сюда. Нет специалистов, это вторая проблема. Это проблема политики, государственной политики. Это не проблема моя или кого-то другого. То есть здесь должна быть государственная политика, как вот есть по учителям. Я слышал, там какая-то поддержка, какие-то там субсидии, какие-то там программы есть. Что касается спорта, я не слышал. Вы слышали, что в спортивную государственную школу там выдавали дома, какие-то деньги, вот если специалист приехал работать? Я не слышал о такой программе. То есть, вот видите, это государственная политика. Врачам есть, врачам тоже. Врачам самое. есть, Да, учителям есть, это очень хорошо. что Нужно и спортсменам, то есть тренерам, они такие же учителя. Ну вот, Алена, я знаю, что в основном, когда дети готовятся к чемпионатам, обычно это тоже оплачивается за счет родителей, поездки. Все. Да. Насколько это доступно для всех? Потому что на самом деле не у всех есть возможность, и участие в чемпионатах это не дешевое удовольствие, давайте будем честными. Да, сегодня это очень высокие цены, даже боюсь их произносить вслух. Доступно ли вот каждому ребенку участие, как тренировки, это да, а вот участие в таких чемпионатах? Нет, конечно, это недоступно, это все очень дорого, потому что сегодня не только пошив купальника там стоит кучу денег, а на сегодняшний день мы еще оплачиваем и участие. Для того, чтобы участвовать, мы должны это тоже оплачивать, и оплачивается все, каждый шаг сегодня оплачивается. И поэтому я, естественно, как тренер, я стараюсь максимально на чем-то экономить, то есть помогать родителям сэкономить даже на тех костюмах, на тех купальниках. Естественно, я пишу какие-то ходатайства, я хожу, я прошу, как я иногда часто выражаюсь, пойду попрошайничать, но оно иногда так и получается, потому что ты идешь, ты просишь, и ты не просишь для себя. Я в документах всегда указываю, допустим, там на 15 спортсменок. То есть я тренер, я себя стараюсь, в принципе, не включать в список. Хотя бы чуть-чуть, чтобы у меня есть дети, которых семья, допустим, 3 девочки занимаются. 3 девочки сегодня поехать, это 1500–2000 тысячи евро маме нужно, чтобы отправить 3 девочек на соревнования. Вы понимаете, как это вообще? Естественно, я стараюсь где-то что-то, хотя бы если кто-то нам, допустим, какой-то спонсор или тот же муниципальный совет или еще кто-то чуть-чуть помогает, и вернуть родителям, допустим, даже, я не знаю, с 500 евро 150, это уже это огромная поддержка. Но вообще, конечно, изначально, когда ты начинаешь работать, ты понимаешь, куда ты идешь, у нас проходит беседа с родителями, то есть мы общаемся, мы говорим, вы готовы к тому, потому что я буду просить, я буду ходить, я буду стараться что-то для вас, но не факт, что нам помогут. Вы готовы взять на себя? Каждый родитель знает, что да. То есть те люди, которые не готовы, естественно, то есть мы не готовы, мы не сможем. Опять-таки, я тоже стараюсь. Есть дети, которые очень сильные. И просто оставить их, потому что родителям тяжело тоже, естественно,
ходим, ищем. То есть, Ну, вот мне интересно, такие большие затраты, да, вот вы сказали 500 евро, например, да, участие в одном из чемпионатов, к примеру. Насколько, ну, как это экономисты сейчас говорят, рентабельно, да, принимать участие в таких чемпионатах, кроме победы и кроме, ну, как соревнования с другими спортсменами, чтобы, во-первых, увидеть свой уровень, да, для ребенка, посмотреть на других, да, это очень хороший опыт, но насколько финансово это выгодно, то есть есть ли какие-то, может быть, денежные премии по итогу участия в таких чемпионатах? Да, денежные премии всегда есть. То есть мы, естественно, когда готовимся, мы готовимся к тому, что мы что-то выиграем. То есть, естественно, конечно, я не требую от них, мне не нужны первые места, мне нужен опыт, прочее такое. Но да, есть, конечно, все эти соревнования, они с денежными. Мне кажется, что организовать такой вид соревнований здесь на юге сложно, потому что нет не с кем, да, то есть это организация, это большие деньги, во-первых, во-вторых, нет клубов, которые занимаются в других населенных пунктах, в отличие, допустим, от футбола, здесь чуть-чуть проще, я смотрю, бывают чемпионаты и местного уровня, да, то есть ГГУ. Я скажу, знаете, как даже у нас нет просто даже зала. Я уже не говорю про то, что нет конкуренции, нет куда. Найдем, привезем с Тирасполя, с Кишинева, допустим, даже 3-4 команды. Но у нас даже нет зала, где можно провести что-то вот такое масштабное по гимнастике или еще что-то. Вот, с элементарного у нас нет. То есть Азов, да, с Азов начиная. Да, то есть у нас нет самого элементарного. И в каких условиях вы проводите тренировки сегодня? Где, в каких спортзалах? У нас проводится тренировка, это полуподвальный зал на 100 квадратных метров. Потолок у нас ну, примерно как здесь, может 2 метра высоты. То есть это для профессионального вида спорта, как гимнастики, акробатики. Это не подходит, но у нас нет других залов. В летний режим, в летнее время мы выходим на стадион, вот как Анатолий сказал, там кучу команд, стадион просто лопается. Один на всех? Да, и плюс еще мы приходим на стадион, где-то кусок места, потому что у нас нет, мы не можем прыгать. Мы прыгаем, мы сносим панели с потолков. Либо ходим, просим в какие-то школы, пожалуйста. У нас соревнования, нам нужен зал, помогите. Кто-то идет навстречу, кто-то нет. Ну вот здесь чуть-чуть, мне кажется, футболистам чуть-чуть легче по поводу чемпионатов, да, они тоже участвуют в республиканских чемпионатах, но и на местном уровне у вас как-то уже более налажена эта работа, все равно какие-то проходят соревнования именно здесь на уровне автономии, потому что команд больше, где-то сельские команды собираются. На уровне республики, мы участвуем все на уровне республики, вот сын Алены также у нас играет, сегодня у них была игра, кстати, ребята победили, большие молодцы, идут на первом месте. Здесь в футболе немножко другая система, да, там федерация футбола есть, которая одна из самых старых федераций из спорта, да, в Молдове, и у них много регламентов, то есть у них программы, у них там есть стратегия своя развития, стратегия футбола, то есть есть вот это движение, куда мы движемся, и мы видим в последнее время, что в футболе у нас есть результаты. И сборная хорошо играла, еще немного и вышла бы на чемпионат Европы, финальную стадию. То есть были впервые за всю историю молдавского футбола были настолько близко к выходу, к квалификации на чемпионат Европы. И в том числе мы видим молдавские клубы, то есть в последнее время тоже добиваются определенных высот, побед на европейской арене, в Еврокубках участвуя. Поэтому здесь как бы немножко другая ситуация. Да, есть чемпионаты, есть турниры на уровне республики в основном. На уровне Гагаузии ничего не проводится. Ну, вообще на уровне республики участие в чемпионатах тоже платное для футболистов? Для детей нет. У нас для детей бесплатно, то есть нету взноса за участие. А что касается взрослых, мы платим взнос за участие, мы оплачиваем судейство, там есть много расходов. Это у нас есть и взрослая команда, у нас есть молодежная команда, и у нас есть детские команды. Как бы такая ситуация. Ну, вообще, вот на сегодняшний день текущая система тренировок, насколько они соответствуют все-таки современным методологиям и вообще стандартам международным? Вы про футбол? Да, вообще, вот и про футбол, и про гимнастику. Ну, я могу сказать про футбол, что мы стараемся соответствовать. У нас тренера лицензированные по европейским стандартам, имеют лицензию УЕФА,
Главный тренер футбольного клуба «Аугспорт» Табанов Иван Петрович имеет ПРО УЕФА. Это самая высокая лицензия среди футбола, то есть в системе футбола тренерской. У нас есть Б УЕФА, есть С УЕФА, это более ниже ранга. И в том числе, что касается методологии, мы стараемся выдерживать, соблюдать методологию в соответствии с возрастными особенностями ребенка, в соответствии с тем, на каком поле, какими стандартами, с каким мячом футбольным. Например, дети до 13 лет, они должны тренироваться с мячами 4 размера. Дальше идет мяч 5 размера. То есть, например, кто-то должен 3 раза в неделю тренироваться, кто-то должен 4, кто-то, как взрослые, они 5 раз в неделю тренируются, и у них на 6-й день игра, 1 выходной, и вот так построен недельный цикл. То есть это все у нас в клубе есть, и мы стараемся ближе быть к стандартам, нормальным стандартам европейским. Последний год мы еще прибавили, можно сказать, с появлением Ивана Петровича в качестве главного тренера с физической подготовкой наших команд. И мы видим сразу, что результаты пошли. То есть и физическая, и психологическая подготовка идет, и технически, соответственно, тоже, и тактически тоже прибавили по всем направлениям. Алена, учитывая те условия, в которых вы занимаетесь, конечно, очень сложно говорить об международных стандартах, но опять же, я думаю, что в этом плане вы работаете. Кроме того, что вам не удается, может, взять высоту. Что касается методологии, да, конечно, это все. Я также постоянно обучаюсь, постоянно стараюсь что-то девочкам внедрять новое. Но что касается, как я сказала, экипировки, то есть экипировки зала, естественно, у нас практически ничего на сегодняшний день нет. Что мы делаем? Мы стараемся ехать в Кишинев, брать в аренду залы, которые абсолютно гимнастические, и работать там. Но у нас нет в Камрате гимнастического зала. У нас, Да. но оборудованного нет, но в котором мы могли бы заниматься, то есть мы спокойно с батутом и так далее, нет такого? Нет, и такого зала нет. Это было 30 лет назад, наверное, Да. это было, насколько я знаю, в спортивной школе, кажется, районной. Там был батут. Это я еще был маленьким, что это я помню. Зал, который это там, где проводят тренировки дзюдоисты, где пиццерия Дюсаше, он в принципе неплохо. Но да, Там есть батут или был? Там батута нет, но это не проблема приобрести. То есть мы даже приобрести на сегодняшний день мы не можем, потому что нам некуда это все расставить. Там нет возможности тренироваться? Там нет возможности, потому что там и борцы, и дзюдоисты. Опять же, из-за большого количества Есть секций. у нас другой зал на стадионе, новый, отличный, но почему-то и он практически пустует. Но почему-то нет возможности его выделить. Тоже не знаю почему. То есть остаются только школы, но школы тоже бывают перегружены. Понимаете? Школьные смены, залы, они да, маленькие. И, во-первых, там 2 смены часто То есть бывают. вот и все. Поэтому нам приходится ездить в Кишинев и уже заниматься там. Вот это все связано с результатами в любом случае. Конечно. И опять же, чтобы мы пригласили сюда хороших тренеров из других городов Да, нужны Молдовы условия для или работы, за границей, они должны видеть, куда они приезжают. Если, как Алена говорит, что они занимаются в помещении не оборудованном, понятно, что сложно будет пригласить хорошего специалиста. Конечно. Также Для и у них нас, очень важен результат. у нас тоже у футболистов есть проблемы. Там, где мы должны заниматься на все поле, взрослая команда, мы занимаемся на пол. Там, где юношеские команды должны заниматься на полполя, мы делим его на четверти. И мы занимаемся на четвертях. Из-за большого количества команд. Да. Конечно, да. У секций. нас не хватает времени, большое количество команд, у нас не хватает поля, стандартного поля. Нам говорят, как вариант, на площадке, но если мы уйдем на площадке, например, с командами У-13 и выше, то мы нарушаем методологию. Как могут эти команды участвовать, играть на большом поле или на половине большого стадиона, да, там размер 60/40, а тренироваться в коробке 15/20. Какие результаты будут? То есть здесь уже методология не соблюдена, здесь мы не можем говорить о том, что мы правильно работаем. То есть у нас и Федерация футбола, у нас мониторинг 2 раза в год проходит. И если мы будем проходить мониторинг, если так посмотреть, мы можем не пройти мониторинг. И это может быть чревато вплоть до исключения из чемпионата и так далее. Могут приехать и сказать, а почему команда Under-14 занимается в мини-коробке?
То есть этого не должно быть. Ну, вообще, какой путь решения в этом вопросе? Потому что на самом деле, учитывая то, что везде все занято, это говорит о том, что это очень востребованная сфера деятельности, да, разные секции, значит, молодежь и, в принципе, люди хотят заниматься спортом. Да. Значит, есть потребность, но нет возможности это все развивать на высоком уровне. И какой есть выход в этой ситуации, на ваш взгляд, вот как тренеров? Здесь только государство обращаться, чтобы наши политики, люди, которые управляют сегодня Гагаузией и городом, чтобы они нашли совместные какие-то точки соприкосновения и разработали проекты. Если мы говорим, нам нужен манеж в городе, это однозначно. Нам нужен манеж, где могут заниматься в зимнее время разные виды спорта, где могут проводиться крупные турниры, в том числе и вот акробатика. Да. Ну, я знаю, что через несколько лет, возможно, будет какой-то спортивный центр, возможно, да, то есть мы не гарантируем, потому что сегодня у нас одни условия. Дай бог, чтобы мы через несколько лет работали, чтобы в этом и проблема. Я как раз об этом и хотела, что идет выгорание, которое, к сожалению, и тренеров и так мало на сегодняшний день, да, то есть как Алена у нас одна на весь район, можно так сказать, и так мало того, людям надоедает вот это вот биться об стенку, их никто не слышит. Может быть, пришло время, а может быть и есть ассоциация тренеров в Гагаузии, нет такой организации? Ну, это очень хорошая идея. Потому что, может быть, имея ассоциацию, возможно, тренеры смогут как-то повлиять на процессы в спортивной жизни региона, потому что пока не будет сплоченности, когда один человек говорит про проблемы, и когда говорят все, совсем разный результат. Да? То есть, когда один человек бьется в двери, когда там целая толпа, возможно, это один из выходов. Нам, наверное, даже хотя бы до кого-то, одного человека достучаться, может быть, уже будет толк. Просто задуматься, вот даже задуматься на секундочку, сколько детей сегодня, можно сказать, мы собрали с улиц. Да? Эти дети не курят где-то под забором, то есть они не бегают где-то там, не занимаются непонятно чем, делами, да. Не сидят в гаджетах. То есть мы на сегодняшний день, даже я уже не говорю о том, что мы дисциплину создаем, спорт. Нет, даже взять, что мы порядок наводим, даже взять в городе, правильно? Ну да. То есть дети занимаются очень хорошим делом. Вместо того, чтобы вот люди, которые сидят чуть-чуть выше нас, задумайтесь, пожалуйста, то, что тренера на сегодняшний день делают очень важное дело. И представьте себе, сколько еще детей может сегодня не быть на улице просто и заниматься чем-то полезным. Проблема отсутствия еще тренеров. Вот, такой вот нонсенс, да, когда много любителей спорта, много людей, которые, даже можно сказать, что занимаются с детства. У нас есть спортивный лицей, в конце концов, который тоже растит нам спортсменов, да, может быть, будущих тренеров. И все-таки мы проживаем ситуацию, когда у нас все время не хватает тренеров. Это связано с тем, что сложно работать, либо это низкие заработные платы. В чем проблема? Почему дальше это дело не доходит до той точки, которая, в принципе, изначально ставится целью, да? То есть подготовить специалиста, не просто чемпиона, но и, возможно, в будущем тренера. Вот, допустим, вот как в вашем случае, да, вы один специалист на весь район, и других специалистов в этой сфере нет. В чем причина? Почему? Ну, первая причина – это экономическая ситуация в любом случае. Да. Все сводится к этому. Отток населения. Мы же видим цифры, мы же знаем это все. В Молдове не прекращается отток населения. Каждый день какие-то семьи уезжают, покидают страну, уезжают жить за границу. Это в любом случае влияет не только на спорт. Это на все сферы экономики страны влияет на то, что нехватка кадров. Сегодня можно узнать любого предпринимателя, который имеет свое дело, у него проблемы, у него нет кадров, нехватка кадров. То есть, если говорить о спорте, это тем более это уязвимая сфера экономики, очень уязвимая, потому что, еще раз хочу повториться, нету политики, нету государственной программы по поддержке спортивных учреждений. Что значит спортивное учреждение? Это опять же не только государственные детско-юношеские спортивные школы, ДЮСШ, да, это с Советского Союза наследство нам осталось. Но мы уже вроде бы
живем уже столько лет не в Советском Союзе, и мы много говорим про евроинтеграцию, про новые какие-то там процессы. Стандарты. Но мы работаем по-старому. То есть наша система политики, государственная система финансирования спорта, она по-старому работает. Финансируются федерации, финансируются государственные детско-юношеские спортивные школы и все. То есть, на уровне бюджетных организаций, да, то есть общественные, это по некоммерческие клубы, некоммерческие организации, можно назвать их частными, потому что сказать сегодня, что сегодня есть прибыльные какие-то организации в виде, в спорте частные, я не знаю таких в Молдове. То есть я не знаю такого. То есть в основном все какие-то взносы, которые аккумулируют частные клубы, они идут на расходы текущие, да, там зарплаты, поездки, покрытие каких-то расходов там, на жизнедеятельность этого клуба. И где-то еще спонсоры, где-то еще помощь какое-то государство дают небольшую и так далее. Но целевой программы поддержки нет. И когда у нас в хозяйстве проблемы, как мы можем привлечь сильных специалистов? Никто не пойдет. То есть это такие фанаты, как Алена, как я, там еще несколько тренеров, которые занимаются этим. Это можно сказать, они любят свое дело, и они поэтому этим занимаются. А не потому, что они увидели для себя там большое какое-то развитие, да, какую-то программу, перспективу и так далее. Просто они любят там свой город, хотят здесь жить, хотят развиваться в своей сфере. Много таких людей бы, если бы было структурно это все развивалось, много бы еще пришло бы в эту сферу. Вообще вот в вашей сфере есть специалисты? Вообще, в принципе, сегодня обучаются люди этому ремеслу? Ну да, конечно, в Кишиневе. Я вот буквально летом закончила магистратуру. В Кишиневе тоже бум развития спорта. Да, там в университете спорта. И, конечно, очень много... Ну а вообще, вот какой уровень инфраструктуры тогда вот в других районах? Да, вот, понятно, в Кишиневе это все прекрасно. Это Кишинев, да, давайте. Кроме Кишинева есть еще целая страна, которая тоже развивает в какой-то степени спорт, да. Ну и, наверное, такие же проблемы проживают и в других регионах. Вы встречаетесь на чемпионатах с другими регионами, да. Я так думаю. О каких проблемах они говорят? У них такие же проблемы или все-таки у них чуть-чуть более развитая эта сфера? Смотрите, буквально недавно это было в Хорватии. Не скажу про наш регион, а скажу, вот ко мне подошел тренер с Италии. У них просто, наверное, зал бомбезный, как сейчас говорят. Мечта. Все, да. Она говорит, у нас нет тренеров, не хотите у нас поработать? И у меня просто глаза, то есть, понимаете, вот Европа, у них есть все, но у них нет тренеров, да. У нас в Кишиневе, вот сколько я встречалась, в Тирасполе очень тоже у них плачевно. У них очень много специалистов, у них очень хорошо развита акробатика, гимнастика. У них есть очень много молодых, талантливых девочек, мальчиков, даже которые приезжали к нам, давали мастер-классы очень классные. Но у них тоже проблема с залом и с поддержкой. Их абсолютно никто не спонсирует. Нам еще где-то что-то помогает, там муниципальный совет, райадминистрация, там чуть-чуть, тут где-то. У них абсолютный ноль. Вот по Тирасполю, насколько знаю. Кишинев также. Ну вот те команды, с которыми я ездила, то есть у них в основном родители. Ну, скажу так, в Кишиневе там более обеспеченный контингент людей, поэтому для них заплатить ежемесячный, то есть, допустим, абонемент в 1000 лей у них не проблема. Допустим, там пошить ребенку костюм, купальник за 200 евро у них не проблема. То есть, если мы шьем купальник, я стараюсь до 1000 лей и выше 1000 мы не выходим, стараемся где-то как-то там сами камушки наклеим, сами. То есть Кишинев может себе позволить. Ну, у них другое, да, у них численность населения, у них чуть по-другому. Вот Тирасполь, вот у них, конечно, тоже немножечко не очень. Да, сложно, конечно. Ну, проблем много, к сожалению. И проблемы, надеюсь, что все-таки будет какая-то ассоциация тренеров, которые смогут поднять вот эти насущные проблемы, поднять их, и, возможно, будет какое-то решение. Но, наверное, за вот этими трудностями все-таки приятно говорить о результатах. И всегда
успокаивает как раз-таки результаты и ваши воспитанники. Да? Ну вот, наверное, Алена, хотелось бы спросить про ваших учеников, про результаты ваших воспитанников. Какие они уже дошли, до какого уровня, какие достижения у них есть на сегодняшний день? Девочки ездили на чемпионаты Молдовы, занимали очень хорошие призовые места, первые, вторые, третьи. Были буквально сейчас в конце сентября на чемпионате мира в Хорватии, заняли и первые, и вторые места, и 10-е были, и 5-е. И я уже повторялась, и еще раз повторюсь, первые места, наверное, меня не так обрадовали, как 10-е, 15-е, 6-е, потому что там настолько была большая конкуренция, то есть из 30 нужно было стать первой, или там из 30 даже 10-й, и, естественно, я знаю, какие там сильные девочки, какой у них уровень, и вот даже из 30 стать 10-й, то есть для меня это большой показатель, и я всегда говорю, то есть мы, если из никаких условий мы творим такое, что будет, если у нас будет, да, там условия, и да, Толик, наверное, скажет, но я как мама и ярая болельщица тоже вижу и у сына своего, и у его команды ребята действительно показывают очень хороший результат. Буквально Анатолий, даже сегодня. Что можете сказать о ваших воспитанниках и насколько они все-таки достигают поставленных вами целей? Ну, наша цель быть как можно выше, занимать призовые места на региональном уровне, в дивизиях больше Лиги А. Молдавский футбол, он делится на две части, можно так сказать. Есть элитный футбол, это где играют больше такие крупные академии, да, Кишинев, Тирасполь, Шриф и так далее. И есть Лига А, там где играет ниже уровень и уже ниже уровень, третья градация. И вот мы на втором уровне, и я вам скажу, что ребята... Это средний уровень, да? Да, средний уровень. И показывают очень хорошие результаты. Практически все наши возраста идут в призовых, пока что на данный момент занимают призовые места в Республике Молдова. И я думаю, что и дальше будет. И взрослая команда у нас с этого года тоже появилась, которая тоже вроде бы идет хорошо, и задача быть наверху. И эта взрослая команда, кстати, состоит из наших воспитанников, которые там в прошлом году играли в команде У-19, это молодежная, и вот они уже перешли во взрослую. Некоторые ребята играют до сих пор и в У-19, и выступают за взрослую, это по регламенту можно. То есть с 16 лет уже футболист, видите, мир, да, чемпионат Европы, знаменитый Ямаль, который в 16 лет дебютировал на чемпионате Европы, и в 17 ему исполнилось прямо уже на чемпионате Европы и стал чемпионом Европы. То есть сегодня мы тоже стараемся, чтобы наши молодые ребята получали во взрослом футболе практику. И я вам скажу, успехи хорошие. Мы гордимся ими, гордимся работой наших тренеров, нашего клуба. Я хочу сказать, что в плане футбола я очень доволен, как мы развиваемся. И будем стараться дальше. Ну вообще, вот кроме тех техник, тех стандартов, которые нужно придерживаться, да, тех, не знаю, там, тренировок, в чем все-таки успех спортсмена вот в вашей сфере, Анатолий? Вот, допустим, в чем успех футболиста? Да, как он может достичь этого успеха? Ну, как в любом виде спорта, только трудом. Талант – это хорошо, но талант без дисциплины, без тренировок, он невозможен. И вот у нас есть команда, например, группа У-12, если мы возьмем, да, вот где Аленин сын занимается. Эти дети, они очень дисциплинированные. Там и родители дисциплинированные, много от родителей зависит. То есть там практически не пропускаются тренировки. Они поддерживают инициативы по выездам на какие-то международные сборы, на какие-то турниры и показывают хорошие результаты. То есть там на матче чемпионата плохая погода, хорошая погода, все в строю. То есть нет такого, что сегодня дождик, ой, я не пойду. Это любительский уровень, массовый уровень, хочу, не хочу. А если мы уже хотим добиться каких-то результатов, то извините, дождик, ветер, если судья пришел, свистнул, надо играть. Даже если льет ливень, так они играли с Академией Раду Рубежа в первом круге на выезде в Кишиневе. Там жесточайший ливень шел, дети играли, никто не остановил матч. Это спорт, воспитываем характер. Через характер, дисциплину и труд, тренировки. И постоянство, вот это вот не пропускать. Стабильность. Тогда будет результат. Потому что у нас тренера очень хорошие, очень хорошие. Они подготовленные, они стараются, они знают методологию, они бывшие футболисты.
То есть они играют Сами некоторые прошли эту хорошо. школу и Да, понимают, то есть о они чем. не пришли с какого-то там вида спорта или они случайно попали в этот Либо футбол. просто закончили Да, университет и то есть не они имея могут опыта. ребенку показать, они могут прожить его состояние, что с ним происходит на поле, за полем, перед матчем, до матча, после матча, и найти подход. И, соответственно, в том числе и как я, как руководитель, тоже стараюсь быть рядом, где нужно помочь. Потому что один тренер, он не справится. Если мы говорим о профессиональном уровне, знаете, как говорится, берем Голландию, возьмем там голландские клубы, у них тренируются 16 футболистов, и вокруг них 20 тренеров. 16-18 футболистов тренируют, и 20 тренеров вокруг ходят. Вот поэтому у них там результаты. А у нас как? У нас 20 тренер. футболистов, один тренер ходит. Поэтому мы стараемся, к нам подключается на тренировки наш главный тренер Табанов Иван Петрович, на тренировки команд. Там я подключаюсь как руководитель, тоже я лицензированный тренер. И мы, бывает, на одной тренировке у группы по 3 тренера. И вот это дает результат. А вот в вашей сфере, чтобы достичь успеха, что должен сделать спортсмен? Ну, это, наверное, звучит банально, но это дисциплина. Если нет дисциплины, то есть ничего не будет. И когда ребенок, я все умею, я все знаю, нет. Знаете, талант это, как сказал Анатолий, это 2%, да, все остальное это труд. Или как я постоянно привожу пример даже сыну и девочкам Рональдо и Месси, да. Рональдо, то есть человек, который трудился, трудом стал тем, кем он является. Месси такой же прекрасный, замечательный футболист, но можно назвать его более талантливым. То есть они, понятно, что оба трудяги, но тем не менее один напахал, другой где-то талантом. Кому как повезло, Да. знаете. Также еще скажу, что успех — это треугольник. Тренер, родитель, ребенок. Если этого не будет, то это тоже очень такой момент уязвимый. Здесь тоже тяжело будет. Тандем такой. Да, если вот это все есть, вот Очень как важно, даже да. у нас в тренировках в футболе, то есть Анжела знает, что дни рождения мы не справляем, если у нас матч. Мы знаем, что у нас сейчас каникулы, мы не можем уехать никуда отдохнуть с семьей, потому что у нас тренировки, он не может пропустить тренировки, потому что он пропустит тренировки, а он потом на матч, как он выйдет на матч? То есть, опять-таки, естественно, это все обсуждается, там дни рождения друзей, то есть он знает, либо мы ему об этом не говорим, чтобы он не огорчался, либо он уже, в принципе, в таком возрасте, он выбор делает. Ну, я не могу там подвести команду, поэтому здесь и работа родителя, работа тренера, ребенок, все вместе, тогда будет результат. Даже в подвале, как я говорю, наш зал, даже ни в каких условиях, то есть если будет треугольник, дисциплина, постоянство. Сегодня не пришел, это 10 шагов назад. Я всегда говорю, ты сегодня не пришла на тренировку, ты 10 шагов назад сделал. То есть, да, здесь свои поэтому особенности. это все даст результат. Ну, наша программа подходит к концу, но не могу не задать такой вопрос. Возможно, он будет риторический, да? Как вы видите все-таки спорт в автономии, может быть, и в целом в стране, хотя бы лет через 5. Я уже не загадываю через 10, потому что сложно в нынешних условиях загадывать так наперед, но хотя бы лет через 5, как вы видите спорт? Все-таки есть ли у нас шанс на развитие? Ну, я вижу, что мы должны консолидироваться, как вы отметили, все тренера, все спортивные клубы. И больше, наверное, чаще разговаривать с государством на тему поддержки. Для начала хотя бы инфраструктурной. Ну и в том числе я вижу, что все-таки мы придем к тому, что и те, кто занимается детьми, больше финансовой поддержки будет выделяться государством. Это какие-то правительственные программы. Я сейчас не говорю о мэрии или о совете, они и так выделяют. По разным городам Молдовы это происходит. То есть есть поддержка. В меру своих возможностей. Да, в меру своих возможностей поддержка есть, и им большое спасибо за это. Но нужна правительственная программа, нужна государственная или хотя бы региональная программа поддержки спорта. И там поддержка тренеров, там поддержка команд, поддержка результатов, игроков, или футболистов, спортсменов, которые добились больших результатов и так далее. И вот как бы я вижу, что, наверное, к этому мы должны прийти. Я такой оптимист. Будем Мы всегда верим в хорошее. Будем верить в это.
Как и говорил Анатолий в начале программы, что раньше у нас был только карате было. На сегодняшний Карате, день борьба. у нас уже есть большой теннис, у нас есть гимнастика, акробатика, футбол, дзюдо, волейбол, баскетбол. У нас много чего есть на сегодняшний день. И если продолжить это с чуть-чуть с какой-то маленькой поддержкой, то я думаю, что через 5 лет мы можем на одну ступеньку выше подняться. Будем верить. Всегда, как и в любых условиях, в любых ситуациях, остается только верить и надеяться на прекрасное будущее. Ну и вам лично от меня огромное спасибо за то, что вы, во-первых, пришли к нам на программу, и, во-вторых, продолжаете нелегкое дело. Быть тренером — это не так легко, это не просто тренер, это где-то и родитель в какой-то степени, приходится их воспитывать и выслушивать какие-то тяжелые моменты в жизни определенных воспитанников. Поэтому вам, наверное, сил, да, терпения и нескончаемого вдохновения, потому что вот это выгорание, оно очень часто приводит к какому-то разрыву на какой-то период с любимым делом. Дорогие зрители, спасибо, что вы были сегодня с нами. В эфире была Лавзона, и в гостях у нас были Анатолий Мавроди, президент клуба «Огу Спорт», и Алена Жуня, главный тренер по гимнастике и акробатике Камрадской муниципальной спортивной школы. Мы сегодня говорили на важную тему про спорт, про проблемы, про успехи. Надеюсь, что наша программа сегодняшняя даст свои результаты. Очень надеемся на это. Ну, вам до новых встреч.